Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев, и вы смотрите 11-й выпуск блога Liberate Crimea. Россия продолжает творить беспредел и бесчинство в оккупированном Крыму. Игнорирование решений авторитетных международных организаций и их органов стало привычным делом для страны-агрессора. Имперские амбиции у Кремля велики, и чихать он хотел на суверенитет других стран и международное право. В связи с этим перед международным сообществом встают новые вызовы. Позволить России далее нарушать международный порядок, либо же поставить Путина на место. С начала незаконной аннексии Крыма прошло уже более 5 лет, и наш северо-восточный сосед уже давно перешел красную линию. При этом мы не должны мириться с данной ситуацией. Сегодня существуют реальные механизмы остановить агрессивную политику России. Была бы политическая воля. Нужно положить конец ползучей агрессии Кремля, иначе количество аннексированных территорий и нарушений прав человека будет расти. Это легко продемонстрировать на примере оккупированного Крыма. На днях Крымско-Татарский ресурсный центр представил анализ нарушений прав человека на полуострове за первое полугодие 2019 года. Полученная статистика говорит сама за себя. Наблюдается четкая тенденция увеличения количества нарушений по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, за первое полугодие 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 73 обыска, 55 из которых в домах крымских татар. По сравнению с первым полугодием 2018 года количество выросло с 66 до 73. 69 задержаний, 57 из которых в отношении представителей крымско-татарского народа. 97 допросов, 59 из которых в отношении представителей коренного народа. По сравнению с первым полугодием 2018 года количество допросов также увеличилось с 89 до 97. Шокирующую цифру имеем в категории аресты. Внимание! Нами зафиксировано 200 случаев арестов, 138 из которых в отношении представителей коренного народа. Из 200 случаев 43 – это новые аресты, 133 – это продление срока содержания под стражей, и 24 – это вынесенные приговоры. 35 новых арестов по делу Хизб-ут-Тахрир. Этот показатель более чем в 2 раза превышает данные за такой же период 2018 года. Тогда было зафиксировано 98 подобных случаев. Данные факты свидетельствуют и о полном игнорировании права на справедливый суд. К слову, с января по июнь текущего года нами был зафиксирован 381 случай, 261 из которых в отношении представителей крымско-татарского народа. По сравнению с прошлым годом количество таких нарушений также значительно увеличилось с 286 до 381. Россия активно использует свои законы для подавления инакомыслия в Крыму против всех, кто не согласен с позицией Кремля. Как правило, такие преследования направлены против религиозных и политических убеждений крымчан. И пока не будет надлежащей реакции на все нарушения прав человека в Крыму, прогноз становится все мрачнее. Итак, хочу выделить следующие тенденции. Первое – это увеличение количества нарушений прав человека по всем категориям. Второе – это увеличение количества этапированных политических заключенных на территорию России. Только за первое полугодие 2019 года было этапировано 36 человек. Третье – массовое ужесточение обвинений политическим заключенным. Так, Энверу Бекирову российское следствие ужесточило обвинение из части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть участие в деятельности террористической организации, на часть 1 данной статьи, то есть организацию. Четвертое. Задержание женщин, что ранее не было. Пятое. Увеличение содержаний политзаключенных в ШИЗО и карцерах. Шестое. Неисполнение решений ЕСПЧ и Международного трибунала по морскому праву. Эпично, что такое количество обысков, задержаний, допросов, арестов происходит на фоне заявления оккупационных чиновников о том,
что в Крыму якобы все хорошо. Но и тут нечему удивляться. Оккупантам не впервые заниматься показухой. Так, 13 июня на странице так называемого главы Крыма Сергея Аксенова появилась запись, в которой идет речь, цитирую, о создании правозащитного центра, целью которого будет оказание помощи гражданам Украины, пострадавшим от произвола киевского режима, на территории, на которой грубо нарушаются права человека под руководством того же Аксенова, хотят создать некий правозащитный центр для помощи гражданам Украины. Не смешно ли? Учитывая реальные цели оккупационной власти – подавить любую гражданскую активность на полуострове. Создание такого центра также может быть пропагандистским проектом ФСБ, направленным на создание информационной картинки. Ведь нужно же показать всему миру, какая злодейка это Украина. Хотя все мы понимаем, что вряд ли оккупанты станут кого-то защищать. Напротив, крымчан нужно спасать от так называемой крымской власти. И все, кто сегодня чинит произвол над крымчанами, должны сесть на скамью подсудимых. Сегодня Кремль и оккупационная власть Крыма подобными действиями пытаются играть на опережение Киева. Первые уже даже успели подсчитать якобы ущерб, цитирую, нанесенный Крыму за годы украинской аннексии. Аксенов заявил, что Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм. Символично, что так заявляет нелегитимный глава Крыма, который перечислил все преступления, которые, напротив, совершила Россия по отношению к Украине. Это оккупация Крыма и Донбасса, разграбление этих территорий, бесчисленные нарушения прав человека и так далее. Статистика, которую я приводил ранее, является тому доказательством. Впрочем, доказательств агрессивного и грубого нарушения норм международного права России предостаточно. Главное направить их в нужное русло и положить конец агрессии и бесчисленным нарушениям прав человека в Крыму. До новых встреч!